Господу миров. Всемилостив и милосерден Он один, дня судного один Он властелин. Лишь пред Тобой колени преклоняем, и лишь к Тебе о помощи взываем. Направь прямой стезей нас. Читая священный Коран, можно найти ответы на тысячи самых замысловатых вопросов. Нужно только уметь вглядываться в бесконечные глубины Божьего Писания. Любая из множества сур, сведенных в священную книгу мусульман, бесценна. Но есть в нем особо отмеченные суры. Среди них 5-я сура Аль-Майда. Сура, название которой переводят «трапеза», но это слово не совсем точно передает смысл названия, поскольку само слово «трапеза» в переводе с греческого означает «стол для яств». Так и сура Аль-Маида – это стол, с которого питаются люди. Но значимость этой суры связана с тем, что многие считают, что сура Аль-Маида была одной из последних сур, которые были ниспосланы нашему пророку Мухаммаду. И как сказал один из известных толкователей Корана, муфассиров, то, что написано в суре Аль-Маида, те запреты, те наставления, те указания, это то, чего должен придерживаться каждый мусульманин. Потому что и в Коране отдается как бы предпочтение в отношении вынесения решений тем сурам, которые были ниспосланы в последнюю очередь. Коран был ниспослан Всевышнему пророку, но собирался он как некий общий свиток, как сухов, сам довольно долго. Сам люди должны были эти все знания передавать друг другу, каким-то образом хранить, тем более, что особенно тогда, когда пророка не стало. Упорядочивание сур уже происходило после его кончины, и эту миссию, как мы знаем, взял на себя один из праведных халифов, великий Осман. Именно он дал нам Коран в том виде, в котором он существует, и в том виде, в котором мы его можем читать, естественно, на арабском языке. Именно он расставил в той последовательности, которую сейчас мы имеем, самые разные суры. И в соответствии вот с этой последовательностью, предложенной Османом, мы знаем, что сура Маида, или трапеза, она стоит на 5-м месте. Это 5-я сура Корана. Почему мы сегодня о ней говорим? Почему мы выбрали именно ее? Ведь сам сур-то много, больше сотни. Потому что, с моей точки зрения, в Маида поставлен один из ключевых вопросов, вопрос о преемственности и взаимоотношении конфессий. Прежде всего, то есть не прежде всего, а ислама, иудаизма и христианства. Именно в 5-й суре мы первый раз встречаемся с тем, что все люди, следующие Господнему Писанию, Господнему руководству, являются единым верующим людям в десницу Бога. Они все предстанут на суде как праведники, они все познают, они все вкусят благодать рая. И об этом очень хорошо говорится Аль-Маида. Посмотрите. «Скажи, о люди книги, ничто на сей земле не станет вам опорой, пока вы твердо не последуете Торе, Евангелию и Корану. Тех, кто уверовал в Коран, и тех, кто следует иудаизму, и Назареи, имеется в виду назаряне из Назарета, и Сабеи, всех, кто уверовал в Господа и в судный день, и на земле творит добро, ждет щедрая награда у Аллаха». Итак, все писания были ниспосланы одной рукой. И мы в 5-й суре видим мощное подтверждение вот этому утверждению. Звучит коранический текст следующим образом. «И это мы, кто не извели им Тору, в которой правый путь и свет. По ней судили иудеев те пророки, что Господу всем сердцем предавались. Раввины и ученые мужи судили потому, что им было доверено хранить из Божьей книги. По их следам отправили мы Иису, то есть Иисуса Христа, сына Марьяма,
чтобы истинность закона Моисея утвердить, что был ниспослан до него. Ему Евангелие мы послали, в котором правый путь и свет, и подтверждение того, что до него ниспослано в законе Мусы. Мы книгу в истине тебе послали, обращение к Мухаммеду пророку, для подтверждения того, что прежде из Писания пришло, для охранения его от всяких искажений. Суди же между ними, потому что Бог тебе не свел, не следуй их страстям, что в сторону от истины тебя ведут. Вы смотрите программу «1001 день». И еще одно обстоятельство в связи с 5-й сурой я бы хотел подчеркнуть. Это то, что в ней содержится последний аят пророка Мухаммада. Последнее, что он получил перед своей кончиной во время прощального паломничества хаджа из Медины в Мекку. И именно в этом аяте Всевышний напоминает мусульманам, что они должны идти именно его путем, именно истинным путем, и никогда не сворачивать с него. Именно в 5-й суре Корана, суратуль Маида, изложены многие запреты Аллаха, наложенные на мусульман. Но вместе с тем, конечно, нужно сказать, что, учитывая, что религия Аллаха ниспослана для всего человечества, эти запреты касаются не только мусульман, они всеобъемлющие, они касаются каждого человека. Из замечательной 5-й суры Трапеза я бы хотел вам напомнить прекрасный 92-й аят, который звучит так. «О вы, которые уверовали, вино, азартные дела, жертвенники, стрелы, мерзость из деяний сатаны, не приближайтесь к ним». Для меня эти аяты имеют сегодня очень важное значение. Ибо я думаю, что Всевышний в них обращается не только к людям, которые живут в исламе. Ибо он говорит: «О вы, которые уверовали». Веруют и христиане в Бога единого, веруют иудеи. И многие другие люди веруют в святые истины. И поэтому Всевышний предупреждает всех нас и запрещает нам сегодня, в тяжелое время для России, употреблять спиртные напитки. Он говорит о бедах, творимых парами алкоголя, ибо это разрушитель ума, здоровья, семьи, деторождения. Он ведет деградацию личности и нации. Но кроме этого есть и духовная сторона, которая должна удерживать человека в рамках этих запретов. То есть человек, не удержавшись от того запретного, однажды рискует потерять навсегда свое будущее, то есть повергнуть себя мучениям Аллаха на всю свою оставшуюся жизнь, то есть на вечность. И именно об этом наш пророк Мухаммад, мир ему, говорил: тот человек, который одурманивает себя спиртными напитками, на 40 дней он лишает себя веры. То есть целых 40 дней он становится безбожником, человеком, лишенным веры. И если в этот период он погибнет или умрет, то этот человек уже предстанет перед Аллахом как неверующий. А мы знаем, что в исламе самая страшная участь постигает именно неверующего человека, не грешника, не того человека, который допускает какие-то промахи, не того человека, который, может быть, иногда из-за своей лени или из-за по каким-либо другим причинам грешит. И тут закономерен вопрос: какова же разница между человеком, совершающим грех и получающим наказание Аллаха, от человека, который предстанет перед Аллахом безбожником? Мы знаем по исламу, что человек, который совершает какой-либо грех, он может быть прощен милосердным Аллахом, ибо каждый грех, Аллах сам говорит, что нет такого греха, который бы я не простил моему человеку, моему созданию.
Только отрицание Всевышнего, неверие в единого Бога, атеизм навеки лишают человека надежды на обретение вечного счастья и бессмертия после окончания земного пути. Сура Аль-Маида – это сура, которая как бы дает последние наставления. Она явилась завершением той цепочки откровений, который Всевышний Аллах дал нашему пророку Мухаммаду. И то, что это сура 5 в Коране, связано с тем, что вообще Коран, вот список Корана, он не построен по хронологическому принципу. И те суры, которые ниспосланы были первыми, они находятся в середине. А вот те аяты из сур Аль-Маида, которые некоторые считают, что здесь были последние ниспосланные аяты, она находится в начале книги. Потому что смысл свитка вот этого Корана, этого списка Корана, не в том, чтобы дать какую-то повесть, какое-то повествование, а смысл в том, чтобы дать людям наставления на все случаи жизни. И неважно, где находится та сура, которая была ниспослана первой, а важно то, что содержится в каждом из аятов и то, к чему призывает Аллах всех людей. И вот как раз сура Аль-Маида и те слова Всевышнего, в которых он говорит о том, что закончилось откровение, они как бы человеку дают возможность понять, что сегодня, прочитав это, он должен стать верующим, должен стать мусульманином. Направь